будь поміж нас у кожний час. Бог человеком стал для нас, переменить хотел свет. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Ім'я і Сина, і Духа Святого. Пан з нами. І з Духом Твоїм. Радуйтеся завсёды у Пану. Jeszcze raz кажу, радуйтеся, Пан близька. Падчас гэтай святой мшы молюся за памер Вікторія, Тетяну, Валентину, Мячеславу, просячи, каб добрий милосердний Пан пробачив їм грехи і прийняв супольність усіх святих. На початку святої мши перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем сласть эту наисвятейшую офяру. Споведаемся Богу Всемогутному И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ty бачиш, з якою вірою народ Твой чекає свята народження Пана. Допоможи нам подрихтовать наши сердца, как мы радостью и хвалеванием святковали таємницю нашего спавления, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарит в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Читание книги пророка Исаии. «Израдуется пустыня, и сухая земля, и степь возвеселится и зацветеет шафран. Будет тревожить Есси и тешиться, и радоваться в духе и спевать. Слава Ливану будет дадена ему, гонор Кармелю и Сарону. Яны убачат славу Пана, велич нашего Бога. Умацуйте слабые руки, взмахните дрожащие колени. Скажите малодушным, будьте отважными, не бойтесь. Вось Бог ваш, помста прийде, отплата Божия. И Он сам приходит избавить вас. Тады очи слепых будут бачить, а уши глухих открыются. Тады кульгавый як олень подскочить, и язык нямых ускрикне радостно. Выполненные Паном вернутся и прыгают на Сион с радостным спевом. И вечная радость окрыет их головы, веселье и радость наполнит их, а журба и стогны зникнут. Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Приди, о Пане, каб усіх нас збавить. Приди, о Пане, каб усіх нас збавить. Бог
очи слепым открывает, Пан снимает приниженных, Пан любит справедливых, Пан обороняет чужеземцев. Приди, о Пане, как усих нас бавить. Пан сироту и вдову потрымливает, а шлях грешных скрывляет. Пан благодарить навеки, Твой Бог в Сионе, с поколения в поколение. Приди, о Пане, как усих нас бавить. Читание послания святого апостола Якова. Терпливыми будьте, брати, аж до Христя Пана. Вось земляроб чакае каштоўнага плоду зямлі, і дзеля яго доўга терпіць, пакуль не атрымае плод, ранні і позні. Будьте терпливыми и вы, умацуйте ваше сердце, бо наближается прийти Пана. Не наракайте, браты, один на одного, как не быть осудженными. Вось суддя стоит при дверях. За приклад терпливости и великодушности, браты, возьмите пророков, якія промовляли от имя Пана. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дух Пана Бога на мне, попав намастил меня, обнесши добрую новину Богим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по для Матфея. Хвала Тобі, Пане. У той час, коли Ян почув у в'язниці про чини Христа, послав учнів своїх спитатися його: «Ти той, який повинен прийти, чи нам чекати іншого?» І сказав їм Єсус у отказ: «Ідіть, обвестите Яну тое, що чуєте і бачите. Слепые знов бачать, і кульгавые ходять, прокаженные очищаются, и глухие чуют. Померлые воскресают, и убогим обещается добрая новина. И счастливые вы, счастливый той, кто не будет сомневаться во мне». Коли ж яны пайшлі, Езус пачаў гаварыць народу пра Яна: «На што вы ішлі вы ў пустыню паглядзець? На трысціну, якую ветер хістае? На што ж вы хадзілі глядзець? На чалавека, апранутага ў мяккія шатры? Тыя, хто носіць мяккія шатры, знаходзяцца ў каралеўскіх дамах. На што вы хадзілі глядзець? На прарока? Так, кажу вам, і нават больш, чым на прарока. Гэта той, пра каго напісана: «Вось я пасылаю анёла майго перад табою, які падрыхтуе табе дарогу». Сапраўды кажу вам, сярод народжаных жанчын не з'явіўся большы за Яна Крсціцеля, але найменейшы ў небесным валадарстве большы за яго. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Узрадуйся, пустыня сухая, земля, і степ узвесяліся, і зацвіці, як шарфан. Пра што пророк Ісая сёння нам гаворыць у нядзелю так званої радасці, якую мы сёння перажываем? Бо калі прыслухацца першаму чытанню,
і другому читанню, і так само Євангелію, та ніякої тут радості нема земної, такої, якої б ми чекали, яка нам була б потрібна у змаганні, яка б нам дійсно дала нам радость. Пророк між строками успоминає, і так само Якуб, апостол, на то, что коли человек будет шукать радости у человека, то засмутится, вельми моцно засмутится. И тому пророк Исаия говорит на початок, что была запустынная земля и сухая земля. Чему про ее говорит? Степ узвеселится и завеселится. Будут пригожать, вести и тешиться, и радоваться будут, и спевать. Славу Лібану буде дадена йому гомер Кармелю і Сарону. Це пригоже слово, бо степ, Калістіна степ, так званий, там, можна сказати, виганялося щось. Бидло якоїсь виганялося. Czyli пророк говорить, що треба, як хтось був вигнати зі свого степа, зі своїх речей на степ, десь поза самого себе. Як мог поглядеть у глибину свого серця і може зрозуміти, що треба там знайти місце для Пана Бога, який має приходити. І ця радість, яку пророк описує, це описує про чоловіка, який дійсно може не тільки що вигнаний буде у степ. Откуда буде вигнаний? Ну так як народ вибраний, который является у неволе египетской, сам туда пришел, никто его не примусил, сам туда привандровал за Юзефом, а не трапил у неволе египетскую. Из этого добра, як пам'ятаем, народ буде вигнати. І що потім буде нарекати на Пана Бога? Тільки нарекання на Пана Бога, на Моїсея, на то, що їх витягнув з того добра, якої вони мали. А тут пророк Исаия іде далі і говорить, що гэта послужить добру только твоему. Не сподівання на фараона, на его ласки, але сподівання на Пана Бога, на пустыне. Бо на пустыне человек з'являється сам. І тому говорить, буде пригоже свісти і тешиться, і радуватися, буде і співати. Як пам'ятаємо, коли народ вибраний пройде през мора, вийдуть на закінчення, ми гэты псалм співаємо так само завжди у суботу великодную, і гэты псалм гриб хочуть після читання, де не говориться гэта слово Боже, гэта слово. Спів прославлення Пана Бога, прославлення Пана Бога. Слава Лібану буде дадена йому, гомер Кармелю і Сарону. То є, що Лібан, город предназначений не буде для чого, але для прославлення Пана Бога. Лібан – це город наш внутрішній, який є у кожному з нас, який предназначений для хвали, яку ми вельми часто отримовуємо. Але так само, як Лібан з'являється горою у нашому серці для Пана Бога. Це і місце, чи ми його там знайдемо. Це від нас залежить, чи він там є. Але чи ми захочемо шукати Пана, яны убачать славу Пана, велич нашего Бога. Умацуете слабые руки, узмацните дрижащие колени. Скажите малодушным, не бойтесь. Вось Бог, ваша помста прийде. У чим проявляється эта помста, про яку пише? Вось Бог, ваша помста прийде. Чи у тим, що ми маємо сьогодні радуватися з этого, що прийде Божая кара? Но нет, эти слова звучат для тех, кто отступил от Божьего. Это есть очищение города Иерусалим. Бо коли прийде помста, то для тех, кто поступал неправильно, кто зламал Божие законы, кто не шановал Божьего права, то и будет выгнан, на то прийде помста. Будет изгнан из города Иерусалим. Это место останется, отплата останется только для людей справедливых. И Он сам приходит избавить вас, тогда и очи слепых будут бачить, и уши глухих откроются. Тогда кульгавые, как олени, это уже скутки того, что отбудется после того, як Пан прийде. Але тут есть еще одна речь, это
гора Кармелю и Сарону. Эта гора Сарону, так званая, это будет одного из потомков Хама. А Хам, як пам'ятаємо, у Старому Заповіті був древним святом, тут имел потомка проклятия. И это и есть, это те, кто не будет шукать городу Ливана, на того прийде проклятие Сарону, czyli потомков Хана, про якого можна прочитати у книгі Буття. І глядячи на сьогоднішню Євангелію, радость проявляється у подвойному значенні. По-перше, що Ян можна інтерпретувати так, що Ян виганяє своїх учнів, які десь моцно до його прив'язалися, а говорить, іди. Ідіть до Христа і запитайте, чи Він той, який має прийти, чи так само другого Він має чекати. Хтось тебе сказав, і потім ми до цього вернемося, що Ян, може, не повірив. Ні, він вірив, що Ісус Христос є тим, хто має прийти. Але показує ще раз у один хитрий, мудрий спосіб, як апостоли оторвалися від Його, як земного чоловіка, а звернулись до того, что что-то большее, что сам является Богом. Когда апостолы придут, Христос скажет, глядите, что отбывается, и показывает, как слепые бачат, ходят, и гулгавые, так само померлые воскресают, и так далее, и так далее. А убогим обвещается добрая новина. Czyli эти апостолы Яна Хрестителя являются убогими апостолами. І чи вони вміють зауважити у своєму бутстві Бога, який наповняє, який дає справжню коштовність чоловічому гонору, який дає справжню коштовність чоловічої натури. Бо це і є, бо не написано тут, що обвіщається Євангелія усім, але ні, убогим обвіщається добрая новина. Ви так само убогі. Бо приходите і шукаєте потіхи для свого серця, для своїх справ, для якихось речей. І може, цієї потіхи не знайдете, бо шмат би хто з нас прийшов і хотів би ксьонз, дай мені таку реч, або скажи, як зробити, бо такі справи чиняться, або як зробити, бо там яка мужики, або як зробити, бо діти не слухають, або як зробити, що правнуки зовсім відступили від костюла. Що зробити? Костюл не дасть формулки. Нема такої формулки. И не будет ее, братья и сестры, как мы могли знайти отказ на это питание. Это как было 2 равняется 24, так костюм не даст такой формулки. Как мы могли направить свои справы, так просто. Но это отповедная праца, помните, я говорил, не критипиднее тому назад, что это не однодневная речь, а и целый процесс, який человек повинен провести у своем житті. І коли апостоли это убачили, мы бачим. Щасливий Ісус говорить Христос, той, хто не буде сумніватися во мне. І в этом проявляється так само щастя, коли апостоли, які прийшли, а пробачте, ласка, учні, які прийшли, а Яна Хрестителя, это уважить, поверить, та щасливий. Это не есть радость, яку ніхто не забере. Ні чоловік не покривдить, або ні забавка, яку нам дали десь, і хтось потім украде, не буде плакати. Коли ж яны пайшлі, Jesús пачаў гаварыць пра Яна Хрестителя. І гэтыя словы мы уже чулі. І вярнуліся, невядома, чи вярнуліся, вучні Яна Хрестителя да вярнуліся. А евангеліста нічого не піша. Коли ж яны пайшлі, куды яны пайшлі? Кожны да себе, у глибину свайго сэрца. У глибину свайго сэрца. Это і ёсць цель сегодняшней Евангелии, как найти радость, треба войти у глубину своего сердца и распознать там Бога, познать, який есть я, чи той, якого хочу, щоб я був, чи той, яким я есть справді, чи я справді шукаю и хочу на разные способы знайти Пана Бога. Просим, затем, братья и сестры, об нашей заправной радости. И другая радость у тем, можно было бы сказать, что Ян Хреститель, будучи у вязницы,
переживая кризис своего покликания, будете, может, и не верить, хтось би сказав, не вірить у те, або десь переживає смуток, бо не має впевненості в тим, ким є Ісус Христос, що Він забрав історію, то ні. Це кризис кожного з нас, який чоловік закривається у своєму якимось безмірному кутку. І він тоді починає шмат думати, шмат роздумувати, шмат накручувати себе негативно і в певному моменті попадає у психологічну яму, з якої йому так тяжко вийти. А Ян Хреститель говорить, який спосіб оторватися. Тому він в учнів своїх відсилає, коли вони оторвалися від того, що вони знайшли, як шукали щось більш коштовного. И вот час Адвенту – это час, как мы еще несколько идем к Адвенту, как час, який мы нашли бы что-то вельми коштовне. А этим коштовностью является Бог у глубині кожного з нас. Віру в одиного Бога і Ця Всемогутнього, Творителя неба и земли, у всего важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по подле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков. Веру в один и святый католический апостольский костюм, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Батюшка Александр распорядает, кто уже поступить в сакраменту покаяния, учинить. Да Бога Отца, який брат Христа, оказывая свету свою милосердность, внесем наши супольные просьбы. Молимся, Святый Костел, как Он обещает всему свету вечную любовь Бога, объявленную в Христе. Те просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тех, кто в ближайший час примет сакрамент крестов, обставшие Божьими детьми, и они годно прославляли Бога, Те просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наши семьи, как пановал их Божий супокой и возрастала взаимная любовь. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлых. Виктория, Татьяна, Валентину, Вячеслав, как добрый милосердный Пан, отпустил им провины и принял супольность святых. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нас собранных на речах Пана, как мы умели дяковать Богу так само за хвилины випробования и терпения у нашем житті, необходным для нашего очищения. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, выслухай наши молитвы и учини, как все люди щиро поверили у Тебе и верно виконували Твою волю. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Закранися до моїх очей, і убачу, закранися моїх уст, нових промовлю, прославление, закранися моего сердца и очисти. Хай Твой Дух Святый
Докраніся моїх устав і промовлю прославление, докраніся моего сердца и очисти. Хай Твой Дух Святый наполняет меня. Молитесь, как мою и вашу, як вяру приявокайте, всемогутнее. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Дозволь нам, Пане, загданным сердцем складать цели нашу вяру, у якой исполняется евхаристичная таямница, и дай, как и настей сила нас трем исполнения, раз Христа Пана нашего. Аминь. Аман славы, И с Духом Твоим Духовому сердце, узносим Тебя, Пана. подякуем Пану нашему. Бог века и справедлива. За правдивостта и справедливость слушна и справедливна, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святого и всемогутный вечный Боже, раз Христа Пана нашего, и Он при первшем своим Христе с покорою принявший тело, выконал Твой справедливый наказ, и нам открыл шлях до вечного славления. И Он и снова придя взяне свят, и Он и снова придя взяне Своего и славы, как дать нам обещанные дары, яких мы вшувани с надеей чекаем. Тому з ангелами, архангелами, с усими святыми мы обещаем Твою хвалу, разом зими успекаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах. Сотворил Боже, Ты святый и справедливо хвалит Тебе все Твое творение в образ Сына Твоего, Бога нашего Иисуса Христа. Действуя мощью Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неслынно собираешь народ Твой, а по восходу солнца и до заходу слава имени Твоему чистую охряну. Тому у едности с усим костелом первый день тыдня, коли Иисус Христос у воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, образ Христа, покорно молим Тебе, Пане. Освети мощью Духа Твоего те дары, какие мы принесли Тебе на охрану, как стали телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять святую таємницю. Бо Он у тую ночь, коли був вилежений, взяв хліб і подяку Тебе складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Ярите і їжте з этого все, бо это есть тело Мое, якое за вас буде видано». Podobnym czynom po wieczery ujrzał kielich, подяку Тебе складаючи, благословил и подал своим учням, кажучи: «Вярите и пейте из его все, бо это есть киелих крови Моей нового и вечного заповеду,
якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Panie, wspominając Wam przyrodu Twojego Syna, tak samo jak ogromne воскрешение Его и czekając Jego drugого przyjścia, z подякою складаем Тебе такую живую святую вяру. Устань просим на дар Твоего Костела и прими Его как вяру, якой Ты пожелал быть милостивым. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отымать спадшими с избранниками Твоими, najpierw Świętejszej Panny Bogorodicej Maryjej, ze świętym Józefem, jej obrannikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, ze świętymi sławnymi muczenikami Twoimi i всеми świętymi, jakie wraz z zastupnictwa jakich my spodziejem się na Twoją niestowną dopomogę. Prosimy Ciebie, Panie, niechaj ta ofiara nasza pojednania przyniesie się mu światu supokój i spełnienie. Будь ласкав умацовать у веры и любви костел Твой, и підтримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Львом, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством и всім народом Тобой откупленным. Будь милостивый на просьбу в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою, о добрый Отче, ласкаво съеднать с Тобою всех рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто власти Твоей обошел к этого свету, милостиво проявил благодарство Твое, и мы сподеемся быть, как разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале, раз Христа Пана нашего, раз якого одорваешь свет усялякими добротами. Раз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Божа Ojcze Всемогутный, в едности Духа Святого, вся пошана и хвала, разу все веки вечные. Аминь. Бог нас так полюбил, что послал нам Избавителя Своего единородного Сына, помочь медвоемся оказать, Отче наш, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего сотенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и заховали всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и причте Збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, а на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно за Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, и живейший владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою.
нами, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, а дари нас упокої. Будь бараnin Божий, будь той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечерю Его мою. Аминь. Я не варта, как ты пришел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
О, Jezu Boże mój, Zbawca duszy mojej, w sercu moim życia wiery na wieki. W sercu moim życia wiery na wieki. Молимся. Просим Тебе, летательный Боже, как моца века небесного воссилком вылечившая от Сатана и мудрых Савания, данных ходячих свята, раз Христа Пана нашего. Amen. Святые іншерадні нашей парафії кожний день, у понеділок і у середу у 6:45 раницы, у суботу у 8 годин раницы, у четверг у 19 для тих, хто не може бути в інші дні. Можна набивати оплатки на вігілійні столах, призначені на будову 20 снежня у суботу, ближайшую, після Святої Мши у 19:00 наша молодь Михаэльки запрашаюць на молитву прославления, как наше сердце приготовить на надходящие святы Божьего народжения, на якую сердечно запрашаю. У наступную неделю, 21 снежня, у нашей парафии отбудется традиционно парафиальный вигилийный кирмаш. Заохочуем до чинного уделу. Так само у наступную неделю, о 9 године, до нашей парафии прибудет Бетлеемский огонь. Можно будет его забрать до себе до хаты. Наступная неделя инвестиционная, у всех предназначенная на будову. Звертаемся с великой просьбой записывать хор, как они так само могли полно пережить недоходящие святы. Раз увесь адвент можно будет приступить до споведи полгодины перед Святой Мшой, коли ласка не откладываем споведи на опошний момент, а так само, коли кто не успеет высповедаться, можно это будет чинить и после Святой Мши. У авторов 19 снежня починяється новенна до дитятка Єзус, адорація Пана Єзуса, як щоденно от 14 до 19. Дякуємо за ахвіровання, складення на будову, супольну індивідуальну молитву, спів, оправу літургічною, прибирання тим, хто дежурив. Помолимося за тих, хто святкує дні народження, іменини, юбілеї, чекає і народив дітей, за добродіїв хвиродавців нашої парафії. Так само новый добродей будовництва санктуария Божьей Милосердности, и за нас доручаючи кожного по особку, Отец и Матерь Божией, Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молитвы наши, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсюди. Пана хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добро, что есть, что приходите, примите Божие благословение. Пан с вами. И с Духом Твоим. Хай вас благословляет Бог Всемогущий, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокой Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас губу душу твою во свете. Аминь. за наших близких померных, Миру Викторию, Татьяну, Валентину, Славаню, Паньки, Святого Пани Марии. И за Шалаха Духа Святого,
Святая Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Prosím slova Pańskie. Нехай мне станется по Боге Твоего Слова. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Na słowo stało się ciałem. И воцарилась между нами. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молись за нас, Святая Богородица. Как стались мы годными обетованием Христовым. Будь вечный Боже, просим Тебя, улив наше сердце Твою ласку, как познавши праведельское представление, уцеловление Христа Твоего Сына, празднуха Его и крыш были грязные, да хвалы Ему воскрешения враз Христа, Пана нашего. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была справедливу, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Кто приедал наш Пане, Дай им вечное спасение. почивай в вкусу покой вечный. Аминь. 134. Бога свету завитай, нам явление ваше дай, хай же дивится земля, Христу Божьего дитя,